Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какие тайны и секреты скоро раскроются? Что тайное станет явным? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что тайное скоро станет явным. И давайте с вами посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют то, что сейчас от нас скрыто. Хотите узнать. Так, через край. Будет много эмоций, очень много эмоций. Эмоции, знаете, как волны в море, нарастающие, да. Будет штормить, да, приготовьтесь. А по какому поводу? По поводу отношений. Здесь прежде всего тайны будут раскрыты в плане отношений. Вот я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но здесь вот какая-то двойная позиция идет. С одной стороны идет разочарование, а с другой стороны идет удивление и шок, но в хорошем смысле этого слова. Один человек вас крайне разочарует, прям, знаете, вот прям до тошноты, вот прям фу, как противно. То есть человек, которого вы поставили на пьедестал своей души, да, вздували пылинки, считали, что самый лучший, самый прекрасный, гордость. Какое-то, знаете, даже как затмение, да, помрачение. Вот человек сам по себе говно. Вот честно говорю, не буду тут подбирать слова, потому что тут не стоит подбирать слова. Вещи нужно называть своими именами. Вот, вы не замечали, какой-то человек нехороший. И это я мягко говорю. Глазки-то раскроются, причем это будет крайне неожиданно для вас, крайне. И многое станет для вас понятным и ясным. Были ситуации, которые этот человек удачно обходил. Знаете, там морока наводил, там пуха накидывал. Вы уже это видели, вы уже это чувствовали. Но мозг устроен так, он блокировал ваше разочарование, либо блокировал какие-то нехорошие моменты для вас. Душу-то не обманешь, а душа-то чувствует, что с этим человеком что-то не так. Вот и у вас будет ситуация, когда вы в этом всем убедитесь. Что интересно, будет противно, но горько не будет. Вы себе удивитесь, как это так. Человек, от него прям, знаете, вот зловоние исходит, да? От его действий, от его поступков, от его вообще поведения. Но вы не почувствуете каких-то горестных моментов. Наоборот, будет прям как облегчение, да, пелена с глаз спала, и слава Богу. Слава Богу, все. У меня теперь нет никаких, например, обязательств перед тобой, либо у меня не будет мук совести, если мы там закончим и навсегда разойдемся. Вот как-то так у вас произойдет. Я не хочу на этом внимание заострять. Знаете, говорят, ожидание хуже, чем сама ситуация. Я не хочу, чтобы вы жили в этом ожидании. Это произойдет это как-то быстро, одномоментно. Удивитесь сами себе. С этим человеком я вижу, что у вас идет полный расход по жизни. Это к лучшему. Вы сами это поймете. Хотя, с другой стороны, у вас идет другой человечек, который наоборот, понимаете, вас удивит. Удивит тем, как хорошо к вам относится, либо тем, что он вас искренне по-настоящему любит, что готов вам помогать, подсказывать. Если надо, не знаю, на горбу на своем вас вынести. У вас как автозамена, да? Плохого убирают, хорошего вам дают.
Вы потом будете долго еще удивляться, а как я раньше этого не понимала, либо как я вот даже не чувствовала, что такой замечательный человек вот совсем рядом со мной. Буквально, да, там поверни голову немножечко там на 30 градусов, ты его увидишь. Вы знаете, мои хорошие, вот у кого-то идет действительно помощник вот прям на века, золотые ручки. Помощник, друг, подсказчик, не знаю, действительно вот прям оно, да, ваш человечек. А у кого-то идет любовь и счастье. Любовь и счастье. Причем, знаете, вот такое прям огромное, как океан. Нет ему границ, нет ему краев. По крайней мере, их невозможно увидеть. Так что, мои милые, готовьтесь. Возможно, даже и поэтому ваша ситуация, она не такая будет, обидная, да, потому что у вас как-то моментально идет. Один уходит, другой приходит. Вы даже не успеете там расстроиться особо, да, по поводу того, что плохой ушел. Плохому суждено уйти. Суждено, он уйдет. Слишком много уже гадости вам сделал, слишком много вы из-за этого человека страдали. Потери, возможно, даже каких-то понесли. Каждому свое. Главное, что вы у меня остаетесь в большом плюсе. С любовью, с счастьем и с надежным партнером рядом. С надежным плечом, да, с закрытым тылом. Вот это самое главное. Еще по тайнам. У кого неприятности на работе, по работе, вообще в делах не идет. Не идет и все. Вроде честно работаете, вроде человек вы способный, да, дело свое знаете, любите, делаете. А вот какие-то проблемы пошли, какие-то вот, знаете, если сравнить, да, человек работает на производстве, да, какой-то брак постоянно идет, какое-то недовольство со стороны начальства, какие-то претензии, что-то вот, знаете, работа, вот любимая работа стала не по сердцу. Как-то там по деньгам, возможно, начали там зажимать. Может быть, там вообще, да, кто-то готовится к тому, чтобы перейти там на другую работу. Либо вынуждают человека уволиться. Вы узнаете, что это козни того человека, кто вам крайне завидует. Прям крайне. И человек какой-то вообще озлобленный до безобразия. Он как будто бы, либо она, не могу сказать, это вот крыса мне выходит, крыса, просто настоящая крыса, которая помеж людей бегает и вот это, знаете, разносит, это заразу разносит. Вот это такой человек. Вы узнаете, откуда идут эти все напасти и бедствия. Узнаете. Крысу эту нужно давить. Жалеть? Нет. Там этот человек очень хитрый. Он может там рассказать 1000 историй, что я там инвалид, ножка болит, у меня там дети голодные, и еще что там, знаете, прям такое душераздирающее. Но это все будет неправда. Вы знаете, этот человек не только вам вредил, он вредил еще и другим. Вам нужно коллективно будет объединиться и от этой крысы избавиться. То есть, да, ультиматум даже начальнику поставить. Либо мы все, да, уходим, либо убирайте вот этого вредителя. В прямом смысле слова. Крыса, он же и есть вредитель, да? Знаете, как этого человека не станет? Это, кстати, может даже и начальник быть. Начальник, да, тоже может быть. Начальник, который губит компанию, да, губит производство, специально вредит. Здесь, знаете, идет как восстание людей против зла. Против разрушения, против хаоса, против анархии. Вот против этого идет. Конечно, понятно, что в одиночку ничего не добьешься. Но когда коллектив, да, вот борется за свое будущее, за свою любимую работу, вот там все будет замечательно. Против коллектива, значит, не попрешь. Ничего плохого не случится. Наоборот, вы сможете отстоять свои права и вот это вот вредоносное существо выдворить, чтобы больше не повадно было. Так, у кого-то, кстати, в семье может отыграться. В семье, вот среди родственников тоже крыса завелась, вернее, то есть обнаружится такая, вот тут я могу сказать, человек с большими габаритами. Как правильно говорят, корпулентный, да? Вот такой человек. Там, возможно, уже какие-то изменения пошли в мозговой активности у человека. В принципе, человек, возможно, и неплохой был изначально, но что-то торкнуло этого человека и тут накрыло медным тазиком. Да, и белый этот зверек прибежал, да, как он там, писец называется. Вот и все. Мои хорошие, там не надо жалеть, там не надо говорить, это же там мой кум, сват, брат, неважно кто.
Если у человека уже заскок пошел, то там только лишь лечиться. Лечиться, и вообще человек может быть даже социально опасным. Вот прямо раскроется до деталей, что этот человек делал, как делал. Я понимаю, что это общее гадание, многие вещи я просто не могу сказать в силу характера, да, событий, которые я вижу. Я лишь могу вам сказать, если человек нездоров, ну действительно, да, ну никто от этого не застрахован, то здесь нужно, конечно же, не пытаться понять, либо там призвать этого человека к ответу. Здесь только лишь лечить. Лечить, причем лечить конкретно. Вот серьезно браться и лечить этого человека. Возможно, даже изолировать, чтобы там ни себе, ни другим не причинял вреда. Вот это раскроется. Ну, и слава Богу, понимаете, слава Богу. Неизвестно, если бы не раскрылось, человек мог бы быть действительно опасным и непонятно, чего бы мог натворить. И чем бы это вообще все закончилось. Так, мои хорошие. Еще тайна раскроется. Тайна раскроется по поводу отношений. Ну, это либо бывший ваш человек, либо какая-то любовь несостоявшаяся, да, какие-то несостоявшиеся отношения. Там эту любовь перебили, загубили, задушили эту любовь. Раскроется, вы узнаете, вам информация придет. Случайно вы узнаете, почему ваше счастье именно с тем конкретным человеком не состоялось. Там ни вы не виноваты, ни он не виноват, либо она, да, виновата лицо, которое перебило. Просто вот не позволило. Знаете, человек вышел и сказал: все, вот прям умру, да, но не дам им быть счастливыми, не дам им быть вместе. Вот и у вас такая ситуация будет. У вас была обида на этого человека, либо претензия к этому человеку, либо какое-то, знаете, как, ну, там, сожаление, да, что так с вами поступили. А вы поменяете свою точку зрения, все станет на свои места, все станет ясным и понятным. Вы смягчитесь к этому человеку и простите, отпустите эту ситуацию. То есть вот эта ситуация, она уходит. Да, так бывает. Есть люди, ну, злые люди, противные люди со своими какими-то интересами, которые способны даже разрушить любовь. Вот, да. Это чтобы вы понимали. Дальше, мои хорошие. У кого супруг в последнее время поменялся, стал такой, знаете, как супруг, либо возлюбленный ваш стал холодным, задиристым, на своем каком-то интересе, не пойми, что ему надо, лишний раз там с ним не поговори, он там злой, вечно в каком-то таком настроении, таком, знаете, как агрессивно настроен. Вот у него там какие-то потери идут. Потери, причем серьезные. Вот в работе, в делах. Вы узнаете, что произошло. Конечно, это его не оправдывает, но тем не менее, здесь есть шанс. Вы у меня человек, вот кто смотрит, я вижу, что у вас появится либо идея, либо вы что-то придумаете, задумка какая-то пойдет, как этому человеку помочь, как исправить, выправить эту ситуацию. Вот здесь если бы не молчал, вы бы раньше помогли. А тут, получается, молчит, ведет себя странно, и вы не понимаете. Думаете, что он против вас что-то затевает, да, либо там вы для него как раздражитель. Нет, на самом деле обычно ж как, обижаем тех, кого любим. А там проблема у него серьезная, что с работой связано, с делом с его связано. Вот поэтому и сказать вроде как стесняется, и в то же время вот у него там, понимаете, все бурлить, кипит, а вы же рядом под рукой, вот он на вас и срывается. Так, мои хорошие. Еще вот прям важно хочу вам сказать, здесь выход из-под чего-то контроля идет. Кто-то с вами играл, кто-то прям играл, контролировал, ну, мешал вам по жизни. Видите, вот у меня кукловод сидит, да, вот она, кукла на веревке. Вы поймете, кто на вас влияет, вы поймете, под чьим давлением вы находитесь. Здесь какая-то прям глобальная какая-то тайна, какая-то вот закулисная игра, и все раскроется. Все станет явным и понятным. Благодаря вот этому раскрытию у вас как будто бы действительно крылья начнут отрастать. Вот вы почувствуете себя свободным человеком. Свободным и с человеком, который может, хочет и должен строить свою жизнь самостоятельно. Мои милые, берегите себя, храните себя, и Всевышний пусть вам помогает и вас защищает. Я вижу, что времена идут непростые, но это нужно пережить. Лучше
видеть все трезвым взглядом, чем жить в каких-то иллюзиях. Понимаете? Что должно, пусть случится. И я вижу, высшие силы все равно за вами, вот горой, они вас защищают. Вот как могут, так и защищают. Страшного, фатального не случится. А то, что случится, либо во благо идет, либо это можно и нужно пережить. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.